Невозможно огромный регион развивать только за счет бюджетных дотаций. Развитие экономики, строительство новых предприятий, создание рабочих мест обеспечит динамику улучшений. В то же время главная цель работы правительства – создание условий для комфортной жизни и работы людей в Арктике. Задачи социально-экономического развития арктического региона указаны в стратегии развития до 1935 года, утвержденной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в октябре 2020 года. Ключевые из них – повышение заработной платы в 2,5 раза, создание 200 тысяч новых рабочих мест, увеличение продолжительности жизни на 10 лет, переход от миграционного тока к миграционному притоку населения. Особое значение для людей, живущих и работающих в Арктике, имеет авиационное сообщение. Сегодня в арктической зоне 39 аэропортов, 10 из них будут модернизированы до 2027 года. Еще одно важнейшее направление работы – развитие науки и технологий. В арктической зоне создаются 2 научно-образовательных центра в Архангельской области и Республике Саха-Якутия. Начата работа по экологическому мониторингу и ликвидации накопленного экологического ущерба. В рамках нацпроекта «Экология» уже ликвидировано 9 несанкционированных свалок и 3 экологически опасных объекта. К 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» будут ликвидированы места захоронения отходов в районах населенных пунктов с общей численностью населения 700 тысяч человек. В текущем году госкорпорация «Росатом» начнет проектные работы по подъему 2 атомных подводных лодок. С 1 августа 2021 года на территорию Арктики распространена программа «Дальневосточный гектар». За 2 месяца мы получили более 4000 заявок. Примеры проектов, которые люди хотят реализовать на своем гектаре, вы можете увидеть на слайде. В рамках проекта «Дети Арктики» детям, проживающим на территории арктической зоны России, из федерального бюджета будет оплачиваться до 100% стоимости путевки и 50% стоимости проезда к месту пребывания и обратно. Сегодня на территории арктической зоны Российской Федерации проживает 19 коренных малочисленных народов Севера. Сохранение их обычаев, традиций, образа жизни является одной из основ уклада нашего многонационального государства. Необходимые средства на эту работу будут предусмотрены в бюджете Российской Федерации.